В Коми половина всех обращений к омбудсмену приходит из мест не столь отдаленных. Об этом нашему телеканалу рассказали сегодня на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека Северо-Западного округа. Омбудсмены из 11 регионов обсуждают в Сыктывкаре опыт работы с гражданами, которые обращаются из мест принудительного содержания, например, изоляторов или колоний, и просят защитить их права. На что жалуются заключенные, расскажет Евгений Стокос. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, гласит пословица. В Коми тюрем и других мест принудительного содержания хватает. Это и изоляторы под крылом МВД, их 22, и 17 учреждений ФСИН, СИЗО, колонии поселения и исправительной колонии. Всего в них содержатся около 5000 человек, и их права тоже должны быть под защитой. Из без малого 500 обращений к омбудсмену республики с начала года половина от людей в застенках. Помощь от уполномоченного им нужна самая разная. Лицам, которые находятся в местах принудительного содержания, не нравятся условия, то есть жалуются на условия содержания. Многие жалуются на обвинительные приговоры, кто-то жалуется на медицинское обслуживание. То есть обращения есть самые разнообразные. Очень много, конечно, есть обращений, где граждане, находящиеся в местах принудительного содержания, просят просто оказать какую-либо юридическую помощь. Даже с ресоциализацией после отбывания срока людям тоже помогает омбудсмен. У нас это сложившаяся практика. Координационный совет уполномоченных по правам человека Северо-Западного округа заседает в нашей республике впервые в год, когда институту омбудсмена в Коми исполнилось 20 лет. Уполномоченные часто сталкиваются с трудностями, выполняя свою работу, а на совете обмениваются опытом. Связан он будет прежде всего с соблюдением прав граждан, осужденных к лишению свободы. Это взаимоотношения с Федеральной службой исполнения наказаний. Я, например, буду докладывать один из вопросов, который связан как раз с проблемами. То есть какие у нас есть проблемы у уполномоченных во взаимоотношениях со структурами Федеральной службы исполнения наказаний, когда мы идем реагировать на обращения и жалобы и просьбы людей, которые находятся в местах лишения свободы. Уполномоченные работают в плотном тандеме с прокуратурой. Только в этом году Око Государева помогло разрешить 23 случая, где права заключенных в Коми нарушались или не соблюдались полностью. Мы в ходе выездов осуществляем обход жилых, бытовых помещений, комнат, свиданий, прогулочных дворов, санитарных узлов. На месте проверяется обеспечение вещественным довольствием, качеством организации питания. Учитывая сложившуюся на протяжении нескольких лет сложную эпидемиологическую обстановку, отдельно с привлечением специалистов в области здравоохранения оценивается качество и объем медицинской помощи. Омбудсмены из 11 регионов Северо-Запада не только обсудят работу с обращениями заключенных, но и побывают в Сыктывкарской колонии, где сами увидят, в каких условиях те отбывают наказание. Уполномоченные уверены, что бы ни сделали эти люди, они, как и все, должны быть под надежным щитом закона. Евгений Стокос, Дмитрий Ведерников, Юрган.